Селям алейкум, усім привіт. Хто нас дивиться як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, а також в різних країнах світу, де є зараз наші глядачі. Проблема війни з Росією, вона полягає не лише в тому, що ми воюємо на своїй землі, а й у тому, що певні процеси, ну, принаймні, на нашу думку, мають відбуватися і там, всередині, в тилу ворога. Які ми процеси маємо на увазі? Ну, багато хто вже каже про те, що Росію треба демонтувати як імперію. Це дуже складне питання. Я сам маю там свою певну думку щодо певних регіонів, але я точно не знаю, що відбувається зараз. Ну, наприклад, в такому складному багатонаціональному регіоні, так званої Російської Федерації, як Дагестан. І я дуже радий тому, що зараз з нами на зв'язку і погодився дати інтерв'ю телеканалу ОТР пан Ахмат Ахметов, президент Всеукраїнського конгресу народів Дагестану. Є і такий, я не знав, але я думаю, що він має бути, і він точно є. І пане Ахмаде, ну, селям алейкум, по-перше. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. А якою мовою будемо розмовляти? Ну, напевно, все ж таки краще трофейною. Да, мне было бы удобно говорить на російській. Ну, це не лише через те, що вам зручно, а ще й через те, що ми хочемо, щоб нас чули і розуміли, понімали в Дагестане и в других регионах пока еще Российской Федерации. Да. Ахмат Бей, расскажите, пожалуйста, про то, кто вы, чем занимаетесь, и в качестве лидера президента Всеукраинского конгресса народов Дагестана, и в качестве человека, который имеет, как я понимаю, непосредственное отношение к силам обороны Украины, к волонтерству и так далее. Вы и ваши соратники. Расскажите, пожалуйста, о себе нашим зрителям. Ну, я гражданин России. Последние 5 лет нахожусь в Украине. Проживаю на территории Украины. Я всю жизнь отдал спорту. Я когда-то был 15 лет старшим тренером Республики Дагестан по кикбоксингу. Вот. Был старшим тренером сборной России. Но оказавшись в Украине, я возглавляю сегодня Всеукраинскую Федерацию К1. Это раздел кикбоксинга. И также вот нагрузка на меня такая, вот возложили мои земляки, мои близкие, как президента Всеукраинского конгресса народов Дагестана. Но вопросы самые обычные, самые обыденные. Занимаемся какими-либо проблемами, занимаемся там организацией каких-то каких-то там праздников, встреч и так далее среди земляков. Решаем какие-то вопросы, проблемы нашего землячества. Но, как и все диаспоры той или иного народа, который находится на территории Украины. И, естественно, выражаем всегда свою позицию по тому или иному вопросу. И как бы вот последнее время, год, я занимаюсь этим от лица всех дагестанцев на территории Украины. Касаемо волонтерства, ну, я волонтерством не занимаюсь. Наверное, этим занимаются мои друзья, в том числе очень много моих друзей, татар, крымских татар, помогают, поддерживают наши формирования вооруженные. Я имею в виду от лица дагестанцев здесь несколько формирований. Это батальон имама Шамиля, подраздел Дагестан, и есть также мусульманский корпус, где мы представлены, и в том числе среди батальона крымских татар, Крым, батальоны Крым. Слушайте, также есть мои земляки дагестанцы. Ахмат Бей, интересно, вот я про первый и последний названные вами подразделения я слышал, а вот про Дагестан и про мусульманский батальон, может быть, как-то по-иному слышал, но не слышал конкретно. Мусульманский корпус Кавказ, мусульманский корпус Кавказ, он называется. Сколько можно, расскажите, насколько это можно подробно нашим зрителям, естественно, очень интересно про эти подразделения. Ну, что можно? Ну, говорит, в принципе, наверное, много вы не скажете. Тут дело в том, что очень много наших земляков, которые являются гражданами России, вынуждены скрывать свою национальность, вынуждены не говорить об этом.
вы, наверное, понимаете, о чем речь. Дело в том, что в России принят законопроект, согласно которому граждане России, которые воюют против этой страны, имеют большие срока, ну, в общем, приговариваются. Нас, как военнопленных, не обменивают, потому что мы не являемся гражданами Украины. И, кстати, вот в этом направлении также Конгресс народа Дагестана на территории Украины проводит конференции, пытаемся лоббировать этот вопрос через Верховную Раду, пишем офис президента, обращаемся непосредственно к президенту страны Владимиру Зеленскому. Вот, поэтому есть такая проблематика, что действительно мы, в отличие, например, от других батальонов, того же Крым, не можем как бы показывать, и много не скажешь о людях, которые принимают участие. Но нас действительно очень много, и в различных силовых структурах мы, дагестанцы, сегодня достаточно хорошо представлены. Я думаю, что в соответствующих структур имеется эта информация. Вот. Касаемо батальона имама Шамиля, да, она формируется, и формируется она из числа дагестанцев, которые и так воюют, и так представлены в различных военных структурах, так же как Дагестан. Ну, в общем, коротко говоря, вот такая ситуация. И мы принимаем, я лично как э, один из бойцов принимал участие вот, в защите Лисичанска, Северодонецка, находился там вплоть до последних событий, когда мы вынуждены были покинуть эти города, оставить эти города. Ну, вот так вот. И со мной вместе, конечно же, были мои земляки, мои дагестанцы, которые так же, как я, взяли в руки оружие и стали на защиту этой страны. Спасибо вам огромное всем, кто с вами помогает, участвует, воюет. Но я еще более-менее разбираюсь, потому что я 43 года прожил в России. Если можно, Ахматбей, вот эту левую руку, вы попадаете в объектив, у вас рука попадает левая в объектив. Да, чуть, да, вот чтобы, да, вот так, хорошо. Но украинцы многие не знают, что такое Дагестан. Дагестанцы — это не национальность. Дагестан — это такая, ну, автономная вроде как республика в составе России. Понятно, что никакой автономии там нет, но она очень действительно многонациональная. А кто вы этнически, кто ваши, какие народы Дагестана, да, представлены, воюют в составе сборных сил Украины, и какая у людей мотивация, у представителей этих народов? Ну, любой человек, который знает историю народов Кавказа, историю народов Дагестана, Чечни, они знают, что по последние 300-400 лет на Кавказе идет война, идет война с Россией, я имею в виду, вплоть до пленения имама Шамиля, это активные боевые действия шли. Мы представляли, дагестанцы и чеченцы представляли это одно государство, одну страну, Кавказский Эмират, Имамат, ее тогда называли, сейчас Эмират. Вот. И эта война, в принципе, даже после пленения имама Шамиля, она не останавливалась. И, наверное, по сей день, если вы смотрите средства массовой информации, там, или в интернете можно очень много информации найти по поводу того, как часто проходят на территории Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и так далее, так называемые контртеррористические операции. Это и есть самый настоящий геноцид наших людей, нашего народа. И эта война, это сопротивление местных народов, оно не останавливалось, и оно продолжается по сей день. Говоря о том, вот это я говорю сейчас о мотивации. И для нас, представителей народа Дагестана, нет абсолютно никакой разницы, где воевать с Россией. Он наш враг, и мы сегодня в первую очередь едины с народом Украины, в том, что Россия это есть враг, и сегодня, тем более, когда она напала на эту страну, на Украину, то, естественно, мы стали на защиту этой страны. Тем более, мы проживаем здесь, мы здесь работаем, у нас здесь семьи,
Мы защищаем себя, свой дом, свою семью, свою честь. И это есть как бы не маленькая мотивация. Если украинский народ просто мотивирован тем, чтобы отстоять свою страну, мы еще мотивированы тем, что у нас есть, в нас живет память наших предков, которые погибли в войне с Россией, и мы хотим нанести ущерб этой стране, мы хотим победить эту страну, мы хотим, чтобы эта страна распалась, и наши земли были освобождены от оккупанта, который издевается над нашими обычаями, традициями, который издевается над нашей религией. Вот элементарно, вы, наверное, слышали недавно буквально принято судом России решение о запрете хадисов на территории России, не разрешают распространять религиозную литературу. Вы хорошо знаете, наверное, как легко там признали в России Хизбут Тахрир этот экстремистской группировкой, и какие срока там от 15 там, и до 25, до 30 лет осуждают массово крымских татар и Слушай, точно так же Ахматбей, там с этим делом вообще настолько все плохо. Они даже библиотеки хасидской и еврейской литературы арестовывают. Так что тут как бы и свидетели Иеговы, и мусульмане, и то есть все, кто не такие, для них не такие. И вот это аресты, там, мы, конечно, все это знаем. Я просто хочу повторить вопрос, я вам задал его специально, чтобы украинцы поняли. Представителем какого народа являетесь вы и представителем каких народов вокруг вас? Потому что дагестанцы это не национальность, это просто, ну, это такая горная, ну, большей частью горная страна, в которой живет очень много разных людей, разных народов. Но я бы отметил то, что дагестанцы все-таки объединяются под словом дагестанцы. Да, у нас много диалектов, много национальностей. Я сам являюсь представителем аварской национальности. Это вот той самой национальности, которую представлял наш великий имам Шамир. Вот. Но я вам хочу сказать, что мы где-то идентичны, как дагестанцы, мы похожи друг на друга. У нас очень много объединяет. И поверьте мне, разобрать на национальную вот, на национальность Дагестан очень сложен, и никогда никому это не удавалось. И поэтому мне приятно себя представлять, ассоциировать и представлять как дагестанца. И те ребята, которые со мной рядом находятся, хотя они по национальности разные, но мы все себя называем дагестанцами, братьями, и, в общем, исходим из этого. То есть вы, правильно я понимаю, что вот эти все разговоры россиян, я много чего слышал об этом, что все народы Дагестана там друг друга они не любят, друг с другом там все перессорились. Ну, они этим занимались, я думаю, всю историю, да, чтобы вас перессорить, там, соседей и так далее. Что сейчас вот между вами, по крайней мере, теми, кто находится в Украине, никаких разногласий нет, и вы готовы, ну вот, вы, если не единый народ, то, по крайней мере, осознаете себя дагестанцами. И каким вы видите будущее Дагестана после того, как Россия потерпит поражение в этой войне? Но я всегда говорил это и повторяю, что именно с победы Украины в этой войне начнется освобождение наших территорий. Мы очень надеемся на это, мы идем к этому, мы стремимся к этому. И поверьте мне, те ребята, которые сегодня с оружием в руках защищают Украину, я имею в виду представителей наших народов, мы все вернемся с тем же оружием домой и будем защищать ее. И Дагестан, конечно, мы видим неделимым. Дагестан, конечно, мы никому не позволим унизить или разделить, или там сыграть там национальную карту. Россия, в принципе, всегда этим занималась. Это ее козырь, как она поссорила армян с азербайджанцами, Абсолютно. создала Донецк, Луганск, там Абхазию, Осетию, Приднестровье. Но они всегда этим отличались. Но сегодня в Дагестане в том числе разыграно уже, сделаны первые шаги для того, чтобы рассорить нас с соседями. Буквально вот недавно приняли законопроект парламентом Дагестана, спущенный с Москвы, согласно которому глава республики не несет ответственности за территориальную целостность республики. Это говорит о том, что как бы вот в нужный момент Москва скажет, эти земли отдать там Чечне, эти земли отдать Азербайджану, эти земли отдать Ставропольскому краю. И понимаете, какое пламя может вспыхнуть внутри Дагестана,
И какая война, вот похлеще того, что было в Чечне, начнется между как бы народами. Ну, то есть расчет Москвы таков. Но поверьте мне, у нас найдется достаточно мудрости нашего народа для того, чтобы не вестись на это и не начинать вот эту братоубийственную войну с соседями. Поверьте мне, мы на это не пойдем, не подпишемся, как бы Москва не разыгрывала эту национальную карту у нас в республике. Но предпосылки очень большие. Мы понимаем, что Москве выгодно, чтобы наш народ был вовлечен в этот конфликт, нежели конфликт с Кремлем. И она, как всегда, будет стараться быть там миролюбивым посредником, Мгм. хотя это все создает, эту всю почву создается именно Кремлем. Так же, как вот поссорили ингушей с чеченцами недавно, а еще в 90-х годах ингушей с осетинами. Поэтому, ну, это обычная русская политика, близорукая, тупая, грубая, топорная политика Кремля для того, чтобы делить народы и управлять этими народами. Да, мы все знаем прошлое и войну, Кавказскую войну, которая столетиями длилась, и все эти унижения. И я вот с людьми из Дагестана, я там немного общался, знал пару людей хороших, вот. С чеченцами чуть больше я общался, и в последнее время я встречался там с Ахмедом Закаевым, еще с людьми там, которые вокруг него, которые воюют и так далее. Значит, у них в Чечне случилось такое явление, как кадыровцы. Да? Никто их, вот слава богу, вот я так рад тому, что не только мы, вот, крымцы, да, но и украинцы в целом не ассоциируют кадыровцев с чеченцами. Это очень, кстати, классная вещь, потому что действительно, я же понимаю, кто такие кадыровцы, я понимаю, что сделали с чеченским народом, какой был геноцид, какие репрессии страшные, в какой атмосфере живет народ там. И эти манкурты, которые зверствуют и трусливо ведут себя в бою, но зверствуют с мирным населением, вот, значит, их украинцы не ассоциируют. Украинцы ассоциируют Чечню с Джахаром Дудаевым, там, со Славом Масхадовым, с Ичкерией и так далее. Значит, парламент Украины признал независимость Ичкерии, поданы документы, вот мне только что прислали, на признание независимости Татарстана, Верховной Рады Украины, да. Вполне вероятно, что такое будет и с Дагестаном, вот, а почему в конце концов нет, да, вот, народы имеют право на свое самоопределение. Но я и об этом хочу спросить, о том, важно ли признание вот государством Украина национальных составляющих России независимыми государствами, да, это первый вопрос. И второй вопрос про то, что, как и кадыровцев мы тут видим, в каком-то количестве они сюда приходят, грабить, убивать, они там этим занимаются, здесь этим занимаются. Вот. И какое-то количество и людей из Дагестана мы тоже знаем. И, наверное, вы видели таких людей. Я видел в качестве трофеев ножи с надписью там «Кизляр», ну, то есть люди оттуда, с Кавказа есть, да. Ваше отношение вот к таким людям, к манкуртам из числа дагестанцев, ну и ваше отношение к политике Украины в отношении признания стремления к независимости или независимости народов различных республик, в том числе народов Северного Кавказа. Конечно же, эта работа проводится вот буквально где-то середине октября под председательством Ахмеда Закаева. В Киеве прошла конференция оккупированных народов России, где туда входят и Татарстан, и Башкирия, и Удмуртия, и Дагестан, Осетия, и другие регионы, Абхазия, Грузины. То есть очень много народу, которые порабощены, сегодня находятся в оккупации. И Ахмед Закаев действительно проводил такую пресс-конференцию. Я, как представитель Дагестана, принимал на ней участие. И, естественно, у нас, у моего народа и у меня мечта и желание, конечно же, быть свободными, независимыми. И мы эту работу будем продолжать всеми доступными нам методами, вот, и включая все рычаги, которые нам будут, на которые у нас будет возможность. Вот. Это однозначно. И, естественно, мы хотим, чтобы Дагестан, также территория Дагестана была признана оккупированной парламентом Украины. И я думаю, что не за горами этот факт. Это первое. И второе.
Да, на самом деле, вот когда-то э, один мудрый политик после освобождения из-под оккупации Англии, территории Индии, сказал, что элита, воспитанная колонизатором, это есть враг народа. И, конечно же, такая элита есть и в Дагестане, и они являются проводниками политики Кремля у нас на местах, и они сделают все для того, чтобы наша республика, наш Дагестан, моя земля была в зависимости от Кремля, и они эту работу проводят днем и ночью, и эта работа продолжается с их стороны. И точно так же есть очень много людей, которые не знают своей истории, не знают, через что прошли наши предки, не знают, что сегодня, в том числе и сегодня происходит с Дагестаном и с дагестанцами, не замечают этого, знаете, как вот пока не коснется лично его, они все думают, что Россия это есть законное конституционное правовое государство, они ошибаются в этом, пока самих это не коснется. Элементарно все руководящие должности в Республике Дагестан сегодня все сохранены за русскими, за тем, кто не является жителем Дагестана. Они все приезжие, они управляют республикой. Более-менее достойных, более-менее ярких лидеров народов Дагестана или посажены в тюрьмы, или изгнаны из республики. То есть обезглавление идет Дагестана. У нас оставляют республикой только тех, кто или служит Кремлю яро, или же являются их проводником их политики, или же люди, которые легко управляемы, люди, которые ведутся на то, что выгодно пропаганде и политике Кремля. Действительно, эта проблема есть, и мы также их называем манкуртами. И для нас они есть заблудшие, но это наши враги, и рано или поздно они понесут ответственность за это. И знаете, что вот последние митинги, вот эти протесты в Республике Дагестан Вот я хотел показало на спросить про них как раз отдельно. Вот расскажите прям про упомяните, расскажите, что было. Вот чтобы что, вы-то точно знаете, что там было. Я бы сейчас хотел затронуть другой момент. Вот мы сейчас говорим о манкуртах, о прислужниках Кремля. Вот эти именно протесты в Дагестане показало, какой разрыв между местным населением, ее чаяниями и представителями силовых структур Республики Дагестан. Хотя она состоит полностью из дагестанцев, там нету негров, американцев, там кубинцев, еще кого-то, африканцев, да, там те же дагестанцы, те же национальности представлены в этих силовых структурах, но с какой яростью, с какой жестокостью, с какой цинизмом разгонялись эти митинги, как они били женщин, как они при маленьких детях стреляли, пугая детей. Я представляю, какой вот, психологическая травма многие женщины с детьми там, и так далее, которые проходили, оказались случайно в этих местах скопления народов, вот, что они испытали и какую травму они через всю свою жизнь пронесут эти маленькие дети, которые видели, как их над их головой стреляют здоровые дяденьки, пугает этот народ и так далее. Вот и проводя вот сравнение, что было в Ингушетии там в 18 году, да, когда вот земельный спор с Чеченской Республикой, изменение Конституции их, вот договоренности Евкурова с Кадировым. И народ, когда встал на протест, силовые структуры Ингушетии встали вместе с народом и никому не позволило их тронуть, никому не позволило кого-то ущемить, задержать и так далее. То есть какие все-таки какое все-таки отношение силовых структур Ингушетии оказалось к своему народу и какой огромный разрыв, пропасть между силовыми структурами Дагестана и с простым населением. И знаете что? Сегодня у нас в Дагестане сажают одного за другим министров, представителей местных национальностей. И они не делают вывода из того, что это может случиться с каждым из них в том числе. Русская политика всегда использовала вот таких предателей и рано или поздно избавлялась от них. Но, к сожалению, вот эти манкурты, это безмозглые, вот этот
я не знаю, существа в форме силовых структур дагестанцев не делать никаких выводов и не понимает, не осознает, куда эта политика их приведет рано или поздно. Так что, ну, вот хотелось бы отметить, что действительно очень жесткая, грубая вот политика Кремля в отношении ну, народа, и оно проводится как раз-таки через манкуртов, через вот это безмозглое быдло в лице наших полицейских и там других силовых структур. А что бы вы им хотели сказать? Вот так, вас знают в Республике Дагестан. Вот, глядя им в глаза, какое будущее ждет людей, которые так относятся к собственному народу, к женщинам, к детям, которые готовы служить там за деньги, за что-то еще и думают, что завтра никогда не наступит? Ну, знаете что, здесь очень много ребят наших, дагестанцев, воюют. И они все просто были поражены, в том числе и я, тем, как они себя ведут в отношении мирного населения Дагестана. Как они готовы отработать там 30-40 тысяч русских этих монеток и издеваться над людьми. Там ведут парня в наручниках, вы, наверное, видели эти кадры, подходят, бьют его. Ну, что ты, кто ты такой? Ты быдло, ты животное, ты свинья. Ты подходишь, бьешь человека, который ведут в наручниках. Для чего это ты делаешь? Вот это и есть лицо дагестанской силовой структуры. Понимаете? А сказать им, что, знаете, вот те наши братья, которые сегодня воюют на территории Украины, каждый из них заточен на то, чтобы рано или поздно спросить с этих работников за то, что они делают с нашим народом. Поверьте, рано или поздно расплата наступит. Иншаллах, наступит она, и каждый из них ответит. Не они, так их семьи, их дети, как они делают сегодня с нашим народом. Поэтому, ребята, я вас прошу, пока не поздно, одумайтесь о том, что вы делаете, куда вы идете и к чему приведут ваши сегодняшние эти поступки. Поверьте, вас эта форма или ваша должность не защитит вас. Рано или поздно вы потеряете и форму, и защиту, и какие-то гарантии этого государства под названием Россия, Розия. И вам придется за все стоять и отвечать. И рано или поздно, поверьте, расплата придет. Скажите, вот, ну, во-первых, ваше отношение к Кадырову Рамзану и лично, как, вот, какую роль играет на Кавказе, не только в Чечне, ведь он же, ну, хотя он в Чечне, ну, например, никто не знает, кто там президент или там глава Дагестана, да, во всем регионе знают только одного человека, да, вот, Рамзана Кадырова. Вот, он имеет влияние на Дагестан, он там набирает, просто мне рассказывали, что он набирает людей, вот, ну, ну, грубо говоря, вот план выполнял, когда там по мобилизации, не знаю, что брали не чеченцев как раз из его вот, ну, окружения, да, кадыровцев, имею в виду, а брали там представителей других народов и так далее. Он влияет на Дагестан? Или в Дагестане есть какой-то свой Кадыров, который также верно служит Путину и держится за него? Но, как я уже говорил, к сожалению, в Дагестане не оставили лидеров. Нету лидеров сегодня в Дагестане. Они или убиты, или в тюрьмах, или в изгнании находятся. Поэтому сегодня сказать, что в Дагестане есть свой Кадиров, это, конечно, будет неправдой. Вот, То это есть, да, раз. то есть, да, Второе, то есть, Ахматбей, даже в плохом смысле нет никого из дагестанцев, да, не то, что в хорошем. да, никого нет. Есть у нас генерал-майор Меликов, который э, генерал российской армии, который сегодня выполняет роль, как и 200 лет назад, генерал-наместника на оккупированной территории. И ведет политику Кремля так, как оно предпочитает, чтобы ее ввели. Поэтому в Дагестане нету ни в каком плане лидера. Это понятное дело. И Кадиров, конечно же, имеет влияние не только в Дагестане или там на Северном Кавказе, но и по всей России. Вы прекрасно знаете, какие права ему отданы, в роли кого он там себя чувствует и ведет. Поэтому, к сожалению, ситуация вот такая. А как вы относитесь, вот вы и ваши побратимы, там, друзья, к постоянным заявлениям Кадырова с угрозами Украине? Вот что он приедет, он тут всех, вот все будет вообще там новое, по-новому все будет, Украине конец там и так далее. Он же не первый раз и даже не пятый такие заявления. Как вы это, как обсуждаете между собой?
Честно сказать, мы даже внимания не обращаем на то, что он говорит, и не воспринимаем его заявление. Почему? Потому что, ну, как бы нам не интересно. Но есть люди, которые публично пытаются там что-то сказать, сделать заявление, привлечь к себе внимание. Мы так это воспринимаем. Это политика, и он пытается вариться в той политической среде, которая существует сегодня на территории России. Поэтому нам даже не интересно, мы его не обсуждаем. Но Это нам понятно. бывает иногда весело, иногда смешно, когда он там пытается каких-то русских генералов нагибать. А мы радуемся этому, если честно сказать. Если есть такие русские генералы, которых может Кадыров нагнуть, валлахи, ему здоровье, флаг в руки, пусть нагибает. Это же, это лицо сегодня России. Так что мы смотрим с этого совершенно по-другому на эту позицию. Не, ну понятно, что когда, ну, скажем так, человек без, ну, короче, когда Кадыров может любого генерала русского, там, хоть сколько у него звезд скнуть куда угодно, это, конечно, выглядит... Но и вот были сведения, что, значит, ну, про боевые подвиги кадыровцев этих ничего никому не известно, кроме, там, зрителей ТикТока. Вот. А зато недавно был случай, я прошу прощения за такую подробность, но там человек из числа каких-то там ополченцев Луганской Народной Республики, так называемой, жаловался Рамзану Кадырову, он просил главу Чеченской Республики, так называемого, прекратить сексуальное насилие над солдатами из Я Луганской слышал, области. Слышали? Ну, можете это как-то прокомментировать? даже не хочу комментировать, знаете. Мы мусульмане в первую очередь. И гигиена мусульманина заключается в том, чтобы не слушать то, что не хочется, то, что грязное, Да, не думать, давайте не не будем, говорить. да, давайте не, давайте Да, оставим, это нас не украшает. оставим их взаимоотношения, значит, Да, 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 да. да. Очень много у меня, кстати, есть знакомые, там, которые воюют на стороне России. И они тоже скидывают мне видео, как насилуют русских солдат. Я говорю, флаг в руки, вперед, насилуйте. То есть это все на самом деле происходит. Вот такое отношение в Да, я российской армии. могу, да, не поверить, вот буквально на днях еще скинули видео. Блин, насилуют на самом деле. То есть российская армия, она, вот как Путин говорит, она там первая, вторая армия мира, там, или кто там говорил, что там, а мне так кажется, вот я сколько помню, вот все эти, эта армия фактически тюрьма, где, в принципе, кого больше, кто наглей, кто там, ну, более там наглый, криминальный. Вот как вы, какие отношения внутри российской армии, на ваш взгляд? Может, вы с пленными общались? Может, вы имеете какой-то контакт с людьми на той стороне? Что внутри этой армии происходит? Вот в взаимоотношениях именно в качестве морального духа, взаимоотношений между солдатами, офицерами, людьми разных национальностей, там, возрастов, там, мобилизованных там, или там военных кадровых. Вот можете рассказать? Но давайте будем говорить открыто. Мы, кавказцы, всегда были врагами Кремля, да, по большому счету. А, Это вот с начала войны в Украине Путин себя назвал дагестанцем, Да, лактием по да, национальности да даже вы что, назвал. серьезно, да? Да, да, на самом деле. И если Путин думает, что благодаря его этим фразам, что дагестанцы сразу ассимилируют себя и станут русскими или там россиянами, ну это, конечно же, большая ошибка. А, Этого не произойдет. В России огромный разрыв ментальности, огромный разрыв восприятия друг друга. Мы всегда были в России, образ дагестанца, образ мусульманина в России всегда был чурка, черный и все остальное. Поэтому никогда мы этого не забудем. Даже если там наши дагестанцы в том числе служат в этой армии, они никогда русским не будут доверять. И русские также не будут доверять нашим ребятам. И этот разрыв, пропасть между ментальностью русского народа и не русского народа в России, армии в том числе, он, ну поверьте мне, он никогда не исчезнет. И это любой психолог вам может это легко и просто рассказать, вот, в отличие от меня. Поэтому мы никогда, россияне никогда не будут едины. Российская армия никогда не будет един по духу, по менталитету и так далее. Там всегда будет. Тем более, вот сравните, у нас в Дагестане, на Кавказе никогда не было крепостных.
У нас всегда были вольные общества, которые защищали себя, свою территорию, земли и так далее. И жили так, как хотелось жить. Вот нам закон Божий, это религия наша, ислам, и обычаи, традиции тех народов, которые, на территории которых мы живем, соблюдая это, мы жили и веками выживали и защищались, и то все остальное. А теперь сравните менталитет русского человека. Человек, который даже после отмены крепостного права не хотел уйти от Да. помещика, от хозяина, зная, что за воротами его ждет полная неизвестность. Они просились, оставались у хозяев, служили им за еду, там, за одежду, за жилье, и готовы были умирать ради них, оставаться ради них. Вы понимаете, какая пропасть ментальности нашим и русского человека? Поэтому все непросто, и этот пропасть так легко от того, что там война началась в Украине, давайте объединимся, это народная война, это не произойдет. Нету такого переключателя в нашем мозгу. Что со мной происходит? Почему я гражданин России, дагестанец, который родился, вырос, воспитал я кучу чемпионов мира, Европы, но почему я сегодня на стороне Украины? Почему я на стороне этой страны? Потому что здесь первое справедливость, второе защита. Для мусульманина вы знаете, как это важно. Защита той территории, на которой ты проживаешь. Вот. Все просто. А что у них? Какой боевой дух у них может быть? Ради чего? Какая мотивация у них может быть в войне с Украиной? Что может их объединять? Так что все просто. Ну вот, кстати, я вам этот вопрос же и задам, Ахмад Бей. А что их может объединять? Вот мы же видим, очевидно, да, это касается, кстати, в одной из первых очередей, кстати, Дагестана, Бурятии, Дагестана. Есть ощущение стойкое, что Путин хочет, ну, первыми кидает на утилизацию именно представителей небольших народов. То есть их не жалко. Понятно, как русские относятся. Вы все правильно писали. Я жил в Москве, я знаю прекрасно, всегда заступался за представителей других народов, да, они всех считают, ну, понятно, как это расисты, нацисты там и так далее. И вот забрали, и вот, во-первых, по вашим данным, сколько погибло или было ранено из числа представителей Дагестана, которые там в армии были, да, и с каким настроением отправляются люди, и что им делать вообще, если они не хотят воевать против Украины в составе российской армии? Но для тех, кто не хочет воевать в составе российских вооруженных сил, тут велосипед выдумывать никому не нужно. Мне ежедневно задают тысячи вопросов таких, из дома пишут и так далее, мобилизованные пишут. Ребят, очень легко прострелить себе ногу, сломать ее, руку и так далее, вот, отмазаться. Если у вас не хватило денег сбежать, спрятаться, то найдите уже в себе смелости сломать себе руку или ногу. И еще раз повторюсь, землякам лично, я все равно люблю свой народ. Я люблю, как бы вы там, под каким бы соусом вы не оказались на этой войне на территории Украины, я бы не хотел, чтобы вы погибли или попали в плен. Я хотел бы, чтобы вы вообще избежали эту границу, не перешли этой страны. Вот чего я хочу. Если вы думаете, что вы сдадитесь в плен и так вот сохраните свою жизнь, тоже маловероятно. Возможно, вас или свои убьют, или при сдаче в плен может быть что-то недоразумение произойти. Поэтому, ребята, братья мои, не нужно пересекать эту границу. Тысячи способов есть сломать себе руку, ногу, там, порезать там, и так далее, скрыться, как это делают в тюрьмах и так далее. Там же тоже наши братья скрываются, когда идет какой-то пытаются ломать наших ребят в этих исправительных колониях России. Так что тысячи способов. Уверен, что вы найдете способ не заходить, не переходить границу России. Но если перешли границу, то уже, ребята, пеняйте на себя. Это однозначно. Расплата будет за все. Мы должны сегодня понимать, что каждый российский военнослужащий, у него есть адрес, дом, номер телефона, семья, есть документация, и согласно которой рано или поздно международные институты будут вести следствие и будут наказаны все те военнослужащие, которые зашли сюда. Поэтому, поверьте мне, как военных преступников будут судить вас, не меня, как вы там на всех военных хрониках России пишут про меня, как про военного преступника, а именно вас будут судить. Ребят, потому что вы зашли в чужую страну. Я всего лишь защищаю здесь свой дом, свою семью. И, наверное, все.
такое У обращение. меня еще куча вопросов. Вот, например, И по вашим данным, сколько погибло или ранено? погибших, да, и, кстати, я подзабыл этот вопрос. На самом деле, в Дагестане уже около 1000 погибших ребят. И действительно, национальные меньшинства, регионы представлены и погибают в огромном количестве. Вот представьте себе, огромный русский народ, там, да, сколько там, 110 миллионов населения. Конечно, среди них погибают большее количество. Понятно, что из 70 тысяч военнослужащих российских войск, погибших здесь, в Украине, это львиная доля, это русский народ, русские солдаты. Но на их фоне мы более глаза бросаемся. Почему? Потому что нас мало. Дагестанцев чуть больше 3 миллионов населения. И, естественно, тысячи молодых ребят, которые сегодня погибли в Дагестане, это говорит о многом. Это очень много для маленького населения. И естественно, хотя русских, конечно, погибло там в разы больше, но все равно это огромная потеря для нашего народа. И Путин ведет эту политику, он всегда на самые опасные участки бросал именно там бурят, дагестанцев там и другие национальности, которых, ну и что там в регионе они сделают. Даже если захотят там какие-то протесты провести, видите, как легко они гасятся, давятся и все исчезает. Ой, ситуация, да, такая тяжелая, и ваши советы, они звучат, конечно, очень жестко, да, там ломать руки, там простреливать ноги, но на самом деле, ну да, это все-таки лучше, чем оказаться съеденным собакой в посадках, где тебя точно бросят, потому что, ну, русские своих бросают всегда, тем более, если ты там, как они говорят, чурка, никто тебе из тебя не будет. Мне вот рассказывали вообще истории такие военные наши, когда идут Но в... я могу вам Скажите. рассказать, сколько трупов воняют на передке. Я находился на этих участках, я принимал непосредственно сам участок. И не поверите, ничем не спастись от этого трупного запаха, который просто, если ветер еще подует в твою сторону, а ты там вынужден находиться на позиции там несколько дней, вы представляете, каково это? Я начал курить там, лишь бы перебивать этот запах трупа в своем носу именно сигаретами. Хотя я человек спортсмен, никогда не курил, но именно Ну, там то я есть, вынужден был То есть курить. на открытом воздухе даже, да, и не жарко сейчас, и все равно это запах такой стоит, да? Да вы что, трупный запах, он же сам ядовитый запах. И там просто ужасно все. И сколько трупов там валяется, вы даже не представляете. А почему своих они бросают? Почему они их не забирают? Я вот помню, знаете, даже не то, что там солдаты и офицеры или пехота, элита как бы, да, пилоты вертолетов, да, и вот на территории, которую контролировали раньше, уже освобождена Херсонщина, значит, упал вертолет с двумя там чуть не полковниками, подполковниками, ну, серьезные там офицеры и так далее. Упал вертолет, они погибшие. Пришла какая-то комиссия там русская, что-то там проверили, уехали, а трупы остались. Оставили и их наших пилотов. Это не какой-то там не рядовой, там не из Дагестана, а какой-то, наверное, там белый русский пилот, да? Они их бросили. А что говорить про людей, которые, ну, как бы никому не ценны? Вот как вы себе это объясняете? Как такое отношение к погибшим, к раненым? Вот мне ребята рассказывали из одной бригады, они говорят, вот они встают, идут, мы говорит, говорят, смотрим на них, ну вот стреляем, они падают, они остывают, мы видим в тепловизоре, прошу прощения за подробности, как остывают раненые, да, и за ними никто не ползет. И даже не пытается обменять. И говорит, у нас тоже, ну, могли бы о чем-то договориться, там, мертвых забрать, наших вернуть, там, ничего. На самом деле это не единичный случай. Я повторюсь еще раз. Нет единости у этого народа и не будет этой единости. Никогда там не будут друг друга поддерживать как боевые товарищи. Они должны быть мотивированы какой-то целью защиты, целью обороны и так далее. Это мы сегодня в Украине все мотивированы защитить, не отдаться, не сдаться, не потерять сегодня идентичность народа Украины, который здесь есть, находится на этой территории. Украинцы мотивированы, а русские, ну чем они могут быть мотивированы? Или эти уголовники, которые пришли воевать
лишь бы там срока им скосили. Но чем? Абсолютно никчем. И не удивляйтесь тому, что они не забирают, они не будут забирать. Они гниют. И поверьте мне, хоть неприятно мне признавать это, очень много ребят, моих знакомых, которые в различных структурах воюют, в различных направлениях сегодня в Украине, когда они убивают дагестанцев, они мне пишут там или там фотографии скидывают солдата или там его паспорта. Мне это, знаете, как обидно, как неприятно. Но с другой стороны, я там пытаюсь как-то донести информацию, что вот такой-то погиб. Не ждите, не ищите его, не думайте, что он там скоро вернется. На самом деле, я хочу, чтобы народ Дагестана проснулся, увидел, какие потери сегодня несет наш народ здесь, в этой войне. И оно сплошь и рядом. Ахматбей, скажите, насколько вероятно, чтобы действительно народ Дагестана проснулся и начал сопротивляться в любой форме? Я не говорю, там, это вам виднее, в какой форме, там, в форме дезертирства, в форме там, ухода в горы, в форме там, вам виднее. И если это возможно, в принципе, то при каких условиях, на каком этапе это возможно, чтобы дагестанцы перестали быть пушечным русским мясом? По-моему, более низкой роли в жизни, чем быть пушечным мясом у русских собственных оккупантов, ну, трудно себе представить для человека вообще. Да, на самом деле, я с первого дня войны, вот некоторые дагестанцы начали делать заявления, выступать и говорить, что я русский. Вы хорошо знаете, что для нас, мусульман, нет хуже оскорблений, чем нас назовут русом. И сегодня некоторые дагестанцы добровольно себя называют русами, что они поддерживают Путина, что они поддерживают его политику. Знаете, мне это очень грустно и обидно это слышать и видеть. И я один из первых, наверное, который выступил с обращением к таким людям. И, знаете, ну, просто поражен на самом деле, как сегодня, вот, ладно, сейчас не буду говорить за дагестанцев, вот Чечня, 300 тысяч убитых, это третья часть населения Чечни убита Путиным за последние 20 лет. И Одна третья часть Чечни. еще столько же беженцев, если не больше. Если не больше. Да, да, я имею в виду только убитых. То есть для маленькой республики, когда убивают 300 тысяч, одна третья часть населения, это чей-то родственник, это чей-то брат, чей-то дядя, чей-то отец и так далее. Ну, в каждом роду есть тысячи убитые люди. И представьте себе, сегодня представители этого народа в составе этих вооруженных сил России воюют против другой страны. Вот как, вот как сложить в голове это, я не могу понять. Как сложить в голове то, что убийцами сегодня служим, убийцы наших отцов, наших предков, сегодня наши дети служат. Вот просто это невообразимо, но это факт. Вот пропаганда русская, что делает сегодня у нас на Кавказе. И в Дагестане, в принципе, то же самое происходит. Поэтому удивляться не приходится этому. Просто обидно, грустно видеть и Ахматбей, это замечательно. действительно очень грустно и жутко на самом деле. Это извращение такое моральное, которое даже выдумать его невозможно. Но это, к сожалению, так. А скажите, вот вам известно, как они агитируют? Как можно, какими аргументами можно заставить представителя любого дагестанского народа сказать «я русский»? Но это делает, естественно, люди, которые продали себя, свою честь. Но мы же, если они мусульмане, они знают хорошо, что в судный день мы будем с теми, кем мы себя называем, к кому себя приравниваем. Каждый из нас. Мы мусульмане это знаем, и мы боимся этого. Мы не можем быть среди неверующих сегодня. То есть судный день, это для нас это уже адские мучения, если мы мусульмане. Тем более Начнем с тем этого более разговаривать. среди убийц. Тем более среди убийц, да. Да, и сегодня, если кто-то из дагестанцев называет себя так, а там есть ролики такие, естественно, это позор, естественно, это его вот настолько сознание его изощрено. Но я понимаю так, эти люди просто зарабатывают, они выполняют чей-то заказ, они выступают в угоду каким-то установкам, которые идут с Кремля. Поэтому здесь даже думать не приходится. Я не думаю, что добровольно какой-либо мусульманин назовет себя русом, потому что оскорбление хуже не было. Я помню с детства,
Не дай Аллах нас урусом назовут, мы там, блин, останемся лежать. Сразу драться, да, да, конечно. Конечно, конечно. А сегодня люди просто удивительно. И действительно имеет место быть, вот сознание человека настолько перевернула русская агитация. Но что тут сказать? Вот согласитесь со мной, если ученых наших народов уничтожают, расстреливают, убивают, если более-менее ярких личностей не оставляют проживать, управлять, помогать своей республике, начиная там с спортсменов, воинов, бизнесменов, то есть никого не оставляют, никому не дают управлять сегодня республикой. Все наши дагестанцы, все или в бегах, или там сидят в тюрьмах, или Ой, послушайте, посажены. Ахматбей, вот я забыл, как зовут самого знаменитого бойца боев без правил, он же дагестанец, по-моему, да? Хабиб Нурмагомедов, да. Такой вроде смелый, решительный такой, и вдруг я что-то не слышу, чтобы он что-то сказал или сделал. Или, может быть, он поддержал Путина уже? Что с ним? Смотрите, вот вы должны хорошо понимать, что у этого парня большая ответственность, в первую очередь, перед семьей, перед близкими. На второй день после начала спецоперации в Украине, войны с Украиной, вот полномасштабного вторжения России, ему позвонил, это я, поверьте мне, я знаю, о чем я говорю, ему позвонил Песков и попросил его выступить в поддержку этой войны, спецоперации, поддержку Путина. Он отказался. И что думаете произошло? На следующий день уволили всех его родственников, которые имели какие-то должности, заблокировали его счета, которые были, а он такой достаточно успешный бизнесмен в России, он является омбудсменом там многих мировых таких брендов, таких как Toyota и так далее. Поэтому этому парню перекрыли воздух, он в России не возвращается, он знает, что если он попадет в Россию, то его посадят А так он просто-напросто. не в России, Ахматбей, нет? Нет, он не в России. Он не в России. И поверьте мне, у этого парня большие проблемы. Просто он это не озвучивает, он это не говорит. И мы хотим уберечь этого парня. Мы хотим уберечь до лучших времен этого парня с его ясным умом, с его характером, с его силой духа. Он нам нужен, и он еще прослужит во благо нашего народа. Поверьте мне, он внесет свой вклад. Так же, как внес свой вклад в спорт, он такой же вклад внесет в становление нашего народа, нашей республики, нашего государства. Поверьте мне. Поэтому не будем его затрагивать. У него есть на то причины. И сегодня, если мы, украинцы, защищают свои семьи, он обязан защищать свою семью, находясь в той стране. Я вас понял, подробности не буду спрашивать, примерно понятно, их методы нам известны. Вот. Я последний вопрос, буквально 2 минуты ровно, не больше. Вы вернетесь в Дагестан, вы и ваши побратимы, и каким вы видите будущее своего, ну, видимо, государства? Но как бы много людей было против того, чтобы Дагестан имел независимость, и мы жизнь отдадим за это. Мы все сделаем, чтобы наша республика стала независимой. И мои побратимы, которые вместе со мной находятся, как дагестанцы, так и не дагестанцы, украинцы в том числе, они мне все дали слово, что после победы в Украине мы все вернемся домой, в Дагестан, и будем воевать за ее независимость. Спасибо за интервью. Мне было очень интересно. Я уверен, что и наша аудитория, это и крымские татары, и любые другие люди, где бы нас ни смотрели, им очень это интересно, потому что многие действительно не понимают, что происходит. Но я не буду, я их не оправдываю, никаких из этих зомбированных людей. Это преступники. Если они сюда пришли, все преступник. Если ты бьешь женщину, стреляешь при детях, все преступник, да. Но просто важно понимать, насколько уродливое и страшное явление этот русский рейх, да, который приветствует манкуртов, приветствует предательство, паразитирует на этих, ну, покупает, короче, души и, ну, фактически это как дьявол поводится, да, с людьми. Я дуже вам вдячний, Ахматбей, за те, що долучилися до нашого етеру. На все добре вам. Передавайте селям алейкум вашим друзьям. Валикум ассалам братскому народу, крымским татарам. Мы вместе, мы сила, и наше будущее еще впереди, иншаллах. Лучшее будущее у нас впереди.
До встречи в украинском Крыму и в независимом Дагестане. Всего доброго. До новых встреч. Иншаллах. Иншаллах. Увидимся.